доброго времени суток, друзья! На связи Ижевск, Татьяна, компания Sakura Auto. Для тех, кто впервые на нашем канале, напомню о том, что мы занимаемся покупками и поставками автомобилей с аукционов Японии и из Южной Кореи, их таможенным оформлением во Владивостоке, а также логистикой по территории России. Мы прививаем дистанционную покупку автомобилей по телефону, не выходя из дома, без отрыва от рабочего времени. И уже более 5 лет привозим автомобили для наших заказчиков, как в Ижевск, так и по регионам. Переходите по ссылочкам в описании. Наша группа во ВКонтакте, группа в Телеграм-канал. Там размещаются все наши покупки, бюджеты автомобилей, описание. Можете ознакомиться, подобрать для себя что-то интересное и, в общем-то, сориентироваться по ценам. Также напомню, что у нас возможен самовывоз автомобилей из Владивостока. Если вы хотите сократить себе вдвое, как минимум, время встречи с вашим автомобилем, либо мы организуем доставку автовозом, как, в принципе, вы видите за моей спиной, пришел как раз-таки автовоз с автомобилями для наших заказчиков. И уже здесь непосредственно передадим вам ваш автомобиль лично в руки. Итак, давайте посмотрим. Первый у нас Toyota Isis 2013 года. Приехала для нашего заказчика Сергея из Ижевска. 1,8 литра мотор, 143 лошадиных силы, передний привод. Комплектация Platana V-Selection, 147 тысяч пробега, 4 балла оценка. Обошлась со всеми расходами в бюджет 1 228 000 рублей в Ижевске, с учетом доставки автовоза. А то иногда прямо уточняют, это с доставкой или нет. Да, ребят, это с доставкой. Итак, смотрим. У нас повторители в зеркалах заднего вида, бесключевой доступ. Итак, не забываем, что пробег у автомобиля 147 тысяч километров, и на самом деле придраться можно только к состоянию руля. И то это все вопрос решаемый, перетяжка, и можно ездить смело дальше. Итак, смотрим. Кнопочка старт-стоп. Обе двери открываются с кнопочки на электроприводе. Магнитола, кондиционер. Все есть. Все есть, все, что нужно. Давайте посмотрим. Второй ряд выглядит таким образом. И третий ряд, он сложен сейчас в пол. Заказчики уже подъезжают за своими автомобилями, поэтому бегло, кратко. И еще один Toyota Isis приехал уже для Марата из Агрыза. Автомобиль 2014 года выпуска, также 1,8 литров, 143 лошадиные силы, передний привод. Комплектация чуть попроще, Platana, 92 тысячи пробега, 3,5 балла оценка, мелкие царапины по порогам, ничего критичного, без окрасов, без замены. Обошелся в бюджет со всеми расходами в Ижевске 1,3 миллиона рублей. Давайте посмотрим. Также в автомобиле бесключевой доступ, небольшие отличия по салону, одна дверь на электроприводе, руль пустой, магнитола, также кондиционер. Второй ряд выглядит идентично, в принципе не так много отличий от двух данных версий. И еще сейчас посмотрю. Туманки есть в обеих версиях автомобиля. Итак, далее переходим к Honda Fit. Это у нас автомобиль приехал для нашего заказчика Юрия. Honda Fit 2020 года выпуска, 1,3 литра мотор, 98 лошадиных сил, передний привод. Комплектация Home, 29 тысяч пробега, 4,5 балла оценка. Обошлась бюджет в Ижевске 1 430 000 рублей. Давайте посмотрим, что приехало за эти деньги. Состояние нового автомобиля, минимальный пробег, электрические стеклоподъемники, кнопочка старт-стоп, полный мультируль с адаптивным круизным контролем, парктроники, антиюз, стояночный тормоз, айстоп, экорежим, магнитола. Вот такой комбинированный уже салон. Приятно очень выглядит. Задний ряд просторный, колпаки здесь еще лежат, поэтому вот такая пушечка приехала к нашим заказчикам. И еще один интересный автомобиль, это Mazda Axela, приехала для нашего заказчика Марселя из Башкортостана. Итак, у нас 2014 год
выпуска, 1,5 литра, 111 лошадиных сил, на автомате, передний привод. Комплектация 15S, 85 тысяч пробега, 4 балла оценка. Обошлась в бюджет со всеми расходами в Ижевске в 1 080 000 рублей. Давайте посмотрим на эту красоточку поближе. Бесключевой доступ, кожаный полумультируль мы видим, iStop, антиюз, электростеклоподъемники у водителя автоматические. Так, сейчас присяду. Магнитола на климате, тут стояночный тормоз, шайба управления магнитолой. Сейчас покажу, как выглядит второй ряд. У нас предыдущий владелец бонусом отдал шины с литьем, ну а мы их привезли и растаможили. Сейчас покажу состояние шин, состояние литья. В принципе, протектор достаточно еще запас хороший. Фирменное литье Mazda. Всех заказчиков поздравляем в очередной раз с покупкой. Еще раз благодарим за доверие. Ну а я пошла передавать машины клиентам. И следующий автомобиль, это у нас приехал Subaru Levorg для нашего заказчика Андрея из Увы. Итак, у нас автомобиль 2014 года выпуска, 1,6 литров мотор, 170 лошадиных сил, вариатор на полном приводе. Комплектация GTI Side, 4 ВД, пробег 85 тысяч километров, 4 балла оценка. Обошлась со всеми расходами в Ижевске в бюджет 1,5 миллиона рублей. Итак, давайте посмотрим на эту красоту чуть подробнее. Что же к нам приехало? Ливоргов не так часто заказывают. Очень редко заказывают, я бы сказала. Поэтому тоже интересно посмотреть. Итак, у нас бесключевой доступ, тканевый темный салон. Автомобиль заводится с кнопочки. Есть антиюз, есть автокорректор фар. Кожаный полумультируль с адаптивным круиз-контролем. Есть подрулевые лепестки. Магнитола, ну такая, какая есть Kenwood. Тем более заказчик будет ее менять на Android. Есть удержание в полосе, функция предотвращения столкновения. Пришли два брелочка. Дальше есть iStop, кнопочка паркинга. Итак, давайте сейчас я заведу автомобиль. — 84 700 пробега. Сзади автомобиль выглядит таким образом. Давайте сейчас еще я выйду и покажу снаружи второй ряд. Как мы видим, полный электростеклопакет. Таким образом выглядит второй ряд. Автомобиль приехал без ковров. И давайте заглянем, посмотрим багажное отделение. Конечно же, очень вместительный багажник. Такие добротные фирменные ковры. Снизу там еще шторка есть. То есть там отсек, я так полагаю, можно разместить запаску, если оттуда все убрать. Есть кнопочка с обеих сторон складывания сидений. Давайте посмотрим. Вот таким образом это все выглядит. Можно вполне лечь и спать. И следующий автомобиль, который приехал для нашей заказчицы Яны. Давайте посмотрим на эту красотку. Цвет вживую вообще бомбический. На аукционах смотрится гораздо иначе. И даже вот я сейчас смотрю через камеру, он какой-то более синий. Но вживую он красивого бирюзового цвета. Итак, автомобиль приехал, как я и говорила, для нашей заказчицы Яны из Ижевска. Автомобиль 2020 года выпуска, литровый мотор, 98 лошадиных сил на вариаторе, передний привод. Комплектация Z у нее максимальная, пробег 48 тысяч километров, 4,5 балла оценка. Обошлась на момент покупки автомобиля на аукционе и, в принципе, по прибытию сюда в Ижевск в бюджет 1 455 000. Это шикарный бюджет для такой комплектации автомобиля, потому что сейчас даже
в 1 550 000 будет сложно, прям сложно сторговать, поскольку данные литровые варианты пользуются очень большим спросом. Поэтому закладывайте бюджет побольше, если вы настроены на покупку такого автомобиля. Итак, у нас бесключевой доступ. Есть функция предотвращения столкновения, антиюз, айстоп, сонары есть. У нас полный кожаный мультируль. Автомобиль заводится с кнопочки. Красивый, чистенький, я смотрю, салон. Есть подлокотник. Давайте сразу заглянем назад. Достаточно места на втором ряду. Сейчас заведем автомобиль. Также 2 ключика приехали. Точнее, из Японии автомобиль приехал с одним ключом, и второй ключ мы уже дозаказывали во Владивостоке. Итак, по функционалу пробежимся. Автомобиль у нас заводится с кнопочки, есть подогревы передних сидений, есть зарядка и прикуриватель, большое головное устройство, автомобиль на климате, ручник, подлокотник. Вот, в принципе, такой интересный автомобиль мы привезли для нашей заказчицы. Еще раз поздравляем с покупкой автомобиля. И буквально вчера в Казань приехал еще один автомобиль для нашей заказчицы Елены. Она заказала для себя Daihatsu Rocky 2020 года выпуска. Литровый мотор, 98 лошадиных сил, на вариаторе передний привод. В комплектации G мы купили автомобиль. Пробег 28 000 километров, 4,5 балла оценка. Обошлась со всеми расходами до Казани в бюджет 1 435 000 рублей. Отличный бюджет для такого автомобиля. Повторюсь, что сейчас они стоят на порядок дороже. Поэтому еще раз поздравляем с удачным приобретением автомобилей, желаем успехов на дороге и кайфового вождения от автомобиля. Ну вот такая интересная разгрузка получилась сегодня, друзья. Если данное видео было полезным и интересным для вас, не забудьте подписаться на наш канал и обязательно поставить лайк. Вам не сложно, нам приятно. Ну а для тех, кто планирует заказ автомобилей с аукционов Японии или из Южной Кореи, переходите по ссылкам в описании, в WhatsApp, Telegram, наш сайт. Все заявочки можете оставить там, подберем варианты, посчитаем бюджеты, купим, привезем, растаможим и передадим автомобиль вам лично в руки. С вами, как обычно, на связи Татьяна, компания Sakura Auto. До новых встреч, пока-пока.